Думаю, у многих, как и у меня, была мечта поехать с одним рюкзаком в путешествие. В конце ноября этого года мечту осуществил. Поехал в Москву. В мегаполисе был первый раз, впечатлился большими пробками и огромными зданиями. В Москве проходило обучение в школе межэтнической журналистики. Это когда собираются студенты из регионов и учатся писать на межнациональные темы. Профессия действительно важна в нашей многонациональной стране. В конце которой мы поехали в этнотур в Кострому. Белла, какой ты представляешь Кострому? Всем привет, мои фанаты. Это Золотое кольцо России. Это родина Снегурочки. И ей посвящена серия в смешариках. Я поеду в Кострому! Я поеду в Кострому! Как представляешь Кострому? Понятия не имею вообще. У меня подростковое представление, потому что я очень люблю творчество Бориса Борисовича Гребенщикова, и моя любимая песня, одна из любимых, «В Ипатьевской слободе». По улицам водят коня. Быстрый рум-тур по номеру. Это у нас коридорчик такой. 2 комплекта полотенца, душевая кабинка, зубная щетка. Тут есть даже сушилка для волос. Прохожу в спальню-гостиную. Оп, залетаю, включаю свет. Ага. Интересно, да, такой чердачный стиль. Стол и зеркало. A few moments later. Че, дурно? Меня снимаешь? Мы идем в ресторан, посмотрим, какой завтрак. Молодой, горячий. Около гостиницы есть ресторан Троя, там и кушаем. Взял запеканку, кашу, сметана, скорее всего. Там 2, либо майонез, либо сметана. Попробую эту сметану. Да, это сметана. Отправимся в этнотур по Костроме. Ну что, наш фиолетовый автобус, вези нас. Сейчас слева у вас в окна будет наша знаменитая гауптвахта. Представляете себе, тюрьма в центре города. Вот такой вот архитектор Петр Иванович Фурсов. Позади меня стоит беседка Николая Островского. Посмотрим, какие виды открываются с нее. И, конечно, надпись «Любовь». Как же без нее? Как говорит наш куратор, у нас все по любви. Практически в центре Костромы стоит Анастасиин женский монастырь. Вот его стены, кирпичные, белые, может, свежей покраски. Не нашей Сусанинской площади. Приехали на место, где река Кострома впадает в реку Волгу. И тут стоит Ипатьевский монастырь. Мурзачет. И вот он вдруг принимает решение, потому что он почувствовал, что разрозненные наши костромские княжества, они когда-то объединятся, и Россия, и Русь станет сильным государством, и мы сможем дать отпор. И вот он оставляет Золотую Орду, идет по реке Волге и здесь заболевает. И Божья Матерь дарует ему здесь выздоровление и указывает: примешь христианство и построишь здесь монастырь. Яблоко традиционно. И вот Адам, скажите, пожалуйста, девушки, Адам это яблоко хотел надкусить? Нет. Вот обычно говорят, тут молчат девушки, вы видите, какие-то вот правильно. Короче говоря, девчонки. Не хотел. А потом появляется кто? Ева. И идет этот момент, да? И что они делают? Яблоко надкусывают. И многим как-то эта история, ну надкусили, ну выгнали их, ну живем мы с вами на земле. А теперь посмотрим на этих белоснежных животных. Что это за символ? А это символ бессмертия в раю. То есть не просто яблочко надкусили и на землю нас послали, а мы лишились с вами бессмертия. Вы знаете, каждым годом иконы все дороже ценятся мировой культурой. Знаете почему? Потому что икона это не просто результат того, что мы видим. Это результат того, что до этого было. Нужно было, ведь кто икону пишет, очиститься, сгармонироваться внутри себя. И только потом приступать к написанию иконы. Это работа не то, что мы видим. Это работа и до того, как автор начал писать икону. Сумароковская лосиная ферма. Где же лоси? Лоси. Без морковки лоси с вами общаться не будут, нет морковки, нет любви. Пока кормите лосей морковкой, вы можете их погладить, сфотографировать, сделать селфи и поцеловаться. Целоваться с лосем страшно только первый раз, потом страшно приятно. Чтобы поцеловаться с лосем, мы вам предлагаем сделать вот так. Берем морковку, вот так, лось у вас ее берет, это и есть у нас поцелуй с лосем. На сегодняшний день у нас на лосеферме содержится девушка.
На сегодняшний день у нас на лосеферме содержится 29 лосей. В том числе 7 лосят этого года, которых вы сегодня также увидите через несколько минут. А это перед вами наши полуторагодовалые подростки. Со всех районов нашей области стали привозить лосят. По какой-то причине оставшиеся одних в лесу. И первые лосихи, которые выросли и принесли нам потомство, это были Ямайка, Находка и Люстра. Теперь всех лосят, рожденных у нас от Ямайки, мы называем на букву Я, это более 500 имен. От Находки на букву Н более 300 имен. И от Люстры на букву Л, соответственно, более 300 имен. Повторения имен нет. За все эти годы каждый лосенок, рожденный у нас, получил свое индивидуальное имя. Нормальные имена давно закончились, остались такие необычные. У нас есть Якудза, Ервига, Едрига, Яка, Яста, Естон, Язали, Ефина, Евита, Яхра, Якутка, Лила, Ламина, Лягушка, Лемура, Лимонка, Люба, Василиса, Дан, Карамео, Назикая, Наузика, Никодим, Никандра, Нышка, Нилашка, и даже есть своя Наоми. Был Якубович, Ленин, Киров, Углич. Можно перечислять еще очень долго, потому что в 2012 году у нас родился 1000-й лосенок на лосеферме, не считая найденышей. Даже у лосей есть своя имя, свой регион, своя межетника. Заметьте, как экскурсовод бодро рассказывает. Каждый бы так говорил. Монтаж. Как-то быстро день сменился на ночь. Я нахожусь в центре города. Это, кстати, пожарная Каланча. Но пойдем на сырную биржу. Кострома славится сыром. Много разных сортов тут выпускают. Ух ты, сколько сортов тут. И голландский, и Амстердам, Золотое кольцо, сыр из Мантурова, сыр Эдам, сыр Костромской, Боговарово. В итоге из-за профицита сортов сыра выбор не сделал. Пошел гулять по городу дальше, к памятнику Ивана Сусанина. Ну что, Иван Сусанин, покажи нам дорогу до еды, где будем ужинать. Вот интересно, что в этих рядах как-то торговали купцы раньше, в древние времена. Сейчас это современные магазины, вот, например, Рикер, обувь продают. Но они до сих пор работают, и это круто. Иван Сусанин нас привел то на сырную биржу, то в магазин Аты-Баты, магазин военной одежды. Нам пока сюда не нужно. А вот магазин «Этностиль». Пройдемте. В магазине реально продаются стильные вещи, но отсутствие QR-кода не позволило мне быть тут больше минуты. Выгнали. Гуляем по Костроме, Коми и Ямалец. Где еще такое увидите? Только в России. Россия многонациональная страна. А ужинаем мы в новогодней атмосфере в кафе «Дружба». Смотрите, какие огромные круассаны нам дали. Это салатик с фасолью, с морковкой, помидорка, салат и еще что-то. Огурцы соленые. Приятного аппетита, дядь Носов. У вас прошла 1 секунда, а я уже говорю доброе утро, потому что это завтрак. Снова запеканка и йогурт. Следующий день начался с посещения Костромской слободы. Это музей деревянного зодчества. Сюда привезли интересные деревянные постройки со всей Костромской области. Церковь построена по корабельному типу. Если посмотреть, то она действительно похожа на корабль. Бревнам церкви за 300 лет. Вот они еще как выглядят. Пройдем в церковь. О, тут так свежо. Дерево пахнет сильно. С южной части церкви расположено такое окно, привычное для нас. Оно называлось красным. А с северной, вот это северная часть, иное. Окно открывается вот таким образом. Ой, мы будем во влоге у Герны. Проходим через мостик, через водоем. Наша экскурсия уже там проходит. Я снова отстал. Этот дом перевезен из деревни Большое Андрейково. Очень интересно, когда перевозят дома и строят такие музеи. То есть это оригинальный дом. Он не восстановлен, не как-то пересобран. Как был, как стоял в деревне, так тут и стоит. Перед вами часовня из деревни Большое Токарево. Часовня представляет собой небольшой 8-гранный сруб. А чем отличается часовня от церкви? Да тем, что в часовне нет алтаря. Дом костромских богачей. А то и видно по внешнему убранству-то. Фрагмент резьбы. Успех. Потрогал доску 19 века. О, даже вход такой. О, какой классный. А внутрь дома удивило еще сильнее. Интерьер сохранили от 19 века. А внутри-то сколько вещей. Богатенькие тут жители были. А это я сначала подумал, могильные кресты во дворе стоят. Думаю, что? А это, оказывается, фонари. Дом освещается, когда темно. А следующий визит был в синагогу.
Причем в деревянную, в единственную в Европе. Все остальные синагоги находятся Когда учился в школе, на уроках изучали еврейскую культуру. И очень приятно находиться в синагоге. Вот, раскрыли свиток Торы, все пошли снимать. Вы знаете, Тору пишут вручную. И нельзя допускать ни одной ошибки. Я бы, наверное, допустил кучу ошибок. Евреи покупают особенные продукты, которые отмечены таким знаком, который сейчас на фотографии вы видите на телефоне. Ну, я говорю, это целая история. То есть для меня закупки это вот страшный сон. Это постоянно, Ниса, вот это можно, а вот это можно, а вот это можно. Ну, лучше перестраховаться, чем это небезопасно. То есть мы можем раскошеровать кухню. Что значит раскошеровать? То есть принести продукт, которым евреям нельзя употреблять в пищу. A few moments later. Проходим около гостиницы «Снегурочка». Там Санта лезет кому-то в гости, видите, на балконе. А как выполнены ворота. Довольно-таки. Из чего это? Бетонные, да? Ничего необычного. Какой представляешь Снегурочку? Снегурочка красивая, высокая, стройная и румяная, и светловолосая. Че еще? Какую ты Снегурочку видишь? Сексуальную. Ой, ну это само собой. Я люблю теем Снегурочку. Вы эту фразу почаще произносите, и будет вам счастье, здоровье и любовь каждый день. Гостюшки и сказки слушать зовем на второй этаж. Хлеб такой интересный, никогда не видел. Черный хлеб с черной солью. Снегурочка! С вами в моей горнице. Здесь и есть мое рабочее место. Тут я читаю письма и отвечаю на них на компьютере волшебном. Вот такой терем Снегурочки. Огромный, трехэтажный. Мы на втором этаже находимся. Тут вот сидят гости. Сейчас уже не сидят. И в круговую можно пройти. Тут у нее офис. Вот рабочее место. Это подарок дедушкин. А вот костюм Снегурочки, который она одевает, наверное, на праздники новогодние. Зеркало. Недавно общались с дедушкой. Забегаем в ледяную комнату. Снегурка, привет. О, барная стойка. Вот дама медовухой. А мне молочный коктейль. Молочный коктейль. Люковкой закусываем. На вторую ножку, а то придется на одной до дома доскакать. Посещением терема Снегурочки, пожалуй, придется заканчивать этот влог про Кострому. Завтра утром мы выезжаем в Москву, а потом уже домой летим. Что хочу сказать как итог. Как хорошо, что есть такие школы, которые помогают изучать межэтнику, помогают, как правильно писать статьи. Теперь я хоть познакомился с такими же активными людьми со всей страны и буду поддерживать с ними связи. Может быть, и сделаем коллаборацию, чтобы наша страна была лучше развита по межнациональным отношениям. Что-то еще хотел сказать, но забыл. Хорошо, что мы поехали в этот натур именно в Кострому, хоть изменил свое представление об этом городе. Впервые с городом, с Костромой я познакомился через телевизор. В детстве это была передача «Следствие вели», криминальная передача, где расследовали какое-то преступление, совершенное в Костроме. Знаю, что Кострома – это хороший город, где есть своя культура, есть свои места, достопримечательности, которые мы посетили, и свой национальный бренд – это Снегурочка, где мы были. Спасибо, ребята, что вы посмотрели меня. Благодарю. Ждите новые выпуски. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Это дает мне мотивацию снимать дальше. Бамби! Скажи что-нибудь на немецком. Привет, дорогой друг. И скажи до свидания. Лакомбой. Пока-пока. Лакомбой? Лакомбой. Лакомбой.